Добрый день, уважаемые друзья! Приветствую всех вас в Кремле на традиционной церемонии чествования выдающихся граждан России. Здесь присутствуют люди, чьи достижения стали весомым, важным вкладом в развитие нашей страны, принесли славу Отечеству. Искренне рад возможности поздравить и поблагодарить всех вас за работу. Сегодня мы проходим через серьезные испытания, отстаиваем правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу. На передовой этой борьбы те, кто исполняют свой воинский, профессиональный, гражданский долг в сфере специальной военной операции. Сражается на поле боя, работает в госпиталях, восстанавливает, налаживает жизнь на наших исторических территориях. Звезды героев вручаются военнослужащим участникам специальной военной операции. Вы истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей. Один из солдат Великой Отечественной войны здесь, среди нас. Звание Героя России присвоено Ибрагим-паше Султановичу Садыкову. Юношей он добровольцем ушел на фронт и прошел всю войну. Наш уважаемый ветеран – настоящий кавказский долгожитель и многое сделал для сбережения памяти о подвиге советского народа. Верность Родине, деятельная забота о ее интересах и перспективах всегда открывают новые горизонты. Настоящим прорывом для человечества становятся достижения российской космонавтики. Звание Героя России удостоена бортинженер Анна Юрьевна Кикина. В своей первой космической экспедиции она продемонстрировала умение решать задачи любой сложности. Героями страны по праву стали и ее коллеги по звездному отряду, космонавты Центра подготовки имени Юрия Гагарина, успешно выполнившие программы длительных полетов. Преданность Отечеству, работа на благо общества, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны Матвиенко, председателя Совета Федерации России. Ее опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания Героя труда. Этого же высокого звания удостоен и знаменитый мастер живописи Александр Максович Шилов. Его работа – неотъемлемая часть отечественного художественного наследия. В них запечатлена эпоха в лицах, в портретах наших современников. Сбережение всего, что нам дорого, самого народа России, идет от семьи. Рождение и воспитание детей, сохранение лучших семейных традиций и устоев. Высокое звание «Мать-героиня» присвоено Ольге Владимировне Верпаковской, многодетной матери из Тверской области. Вместе с мужем они воспитали 14 детей. И такой благородный родительский труд заслуживает признания и восхищения. Таких семей в нашей стране должно быть как можно больше. На вручении государственных наград всегда много известных людей. Их труд в сфере культуры, искусства, спорта и, конечно же, блестящий талант снискали любовь и уважение народа. Рад приветствовать здесь Валерия Абисаловича Гергиева, Владимира Львовича Машкова, Вячеслава Александровича Фетисова, председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, Станислава Владимировича Михайлова. В этом зале представители производства и аграрно-промышленного комплекса, те, кто создает богатство страны. Награда Родины – знак признания вашего мастерства, многолетней добросовестной работы. Дорогие друзья, все вы участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых смелых, амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество. Сердечно поздравляю вас с заслуженными наградами. Спасибо. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации присвоено подполковнику Евтудию Александру Михайловичу.
Младшему сержанту Зайнулину Альберту Тауратовичу. Младшему лейтенанту Иванову Анатолию Георгиевичу. Капитану Соколову Николаю Андреевичу. Товарищ Верховный Главнокомандующий, дорогие гости, уважаемые россияне, от лица 58-й гвардейской общевойсковой армии хотелось бы поблагодарить за высокую степень доверия, оказанного нам. От лица каждого гвардейца я бы хотел еще раз вас уверить в том, что все поставленные задачи будут выполнены, враг будет разбит и победа будет за нами. Спасибо. Старшему лейтенанту Чулдум Оол Чалыму Сюндюповичу. За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, звание Героя Российской Федерации и почетное звание Летчик-космонавт Российской Федерации присвоены Кикиной Анне Юрьевне, космонавту-испытателю. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая страна, я хочу выразить и говорю спасибо безмерную, выражаю благодарность своим родителям за дар жизни однажды, мне, своим родителям, малой родине Новосибирску и в целом нашей стране за условия для развития человека. Также я говорю спасибо всем работникам космической отрасли, с которыми мы с вами делаем общее дело. Я желаю всем процветания и мира. Спасибо за награду. Тружусь во благо людей и России. Корсакову Сергею Владимировичу, космонавту-испытателю. Уважаемый господин президент, дорогие соотечественники, друзья, звезда Героя России – это высочайшая награда и признание, высочайшая честь. И это не только признание личного вклада, это великий символ нашего народа, совместных достижений и совместного труда тысяч людей. И в самых высоких полетах мы всегда помним о тех героях, кто каждый день служит на защите нашей страны, нашего мира, нашей свободы и наших жизней. Это защитники, чьи подвиги часто остаются за пределами экранов, но именно их мужество и их величие является базисом, фундаментом для нашей безопасности нашей страны.
И мы стремимся к звездам, мы достигаем новые рубежи науки и техники, прежде всего ради наших детей, которые пойдут по пути, который мы прокладываем для них сегодня. Их улыбки, их мечты и надежды – это то, что является настоящей движущей силой для наших свершений. В них мы находим вдохновение и решимость для самых смелых шагов. И мы сделаем все для наших детей и для наших родителей, благодаря которым мы стали собой. И сложно выразить словами благодарности родителям, можно сделать это только делами, чтобы они гордились нами, видели нас образец мужества и чести. Это высокая награда не только признание заслуг, но и напоминание об огромной ответственности, которая лежит на наших плечах. Спасибо за высокое доверие, за эту оценку. Я обещаю продолжить свой путь с той же преданностью, как и прежде, служить нашей Родине, ее народу и будущим поколениям. Служу России. Матвееву Денису Владимировичу, космонавту-испытателю. Петелину Дмитрию Александровичу, инструктору-космонавту-испытателю. В добавление к словам моих предыдущих коллег хочется добавить, сегодня мы отмечаем 90-летие со дня рождения нашего прославленного космонавта Алексея Архиповича Леонова. И очень приятно, вдвойне приятно получать такую высокую награду из ваших рук, Владимир Владимирович, в этот день. И я верю, что сплав мудрости, опыта наших предшественников и нашей молодости позволит нам достичь еще больших успехов в деле освоения космоса на благо России. Спасибо. Служу Отечеству. Федяеву Андрею Валерьевичу, космонавту-испытателю. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, звание Героя Российской Федерации присвоено Садыкову Ибрагим Паше Султановичу, участнику Великой Отечественной войны, Республика Дагестан. Российской Федерации. Командир отделения автоматчиков, танковый десант, сержант Садыков прибыл. Уважаемый президент Российской Федерации, мне сейчас 100 лет 5 месяцев. Я молодой еще. Я написал письмо министру обороны Российской Федерации. Я автоматчик. С 41 по 45 год я на фронтах был. Меня направить на Украину, на войну, защищать Россию. Он мое заявление направил махачкалинскому комиссару. Комиссар меня отвечает: Ибрагим Паша, мы только берем до 60 лет, а тебе 100 с лишним лет. Победа
Украины ваши. Вы победите. Уважаемый президент, в Махачкале раньше было много убийств. Министра внутренних дел убили. Со школы детей воровали, изнасиловали, убивали. Вам спасибо большое, что вы назначили Меликова Сергея Римовича. С того дня, как он ногу положил в дагестанскую землю, все прекратилось. В голове Меликовым каждое учреждение, каждая школа, когда ваши выборы были, ходил он, все на вас голосовали. Даже моя праправая внучка говорит: дедушка, я за Путина. Победа ваша, Владимир Владимирович. 24 февраля 1945 года я совершил геройские подвиги. За это подвиги я получил только сегодня. Мне надо с того дня, уважаемый президент, заплатить деньги. Это раз. Второй. Меня представили героем Советского Союза Магомед Али Магомедович, председатель Горсовета. Ельцин отвечает о том, что отечественные награды не рассматриваются. Вот за это я получил. У вас есть мои архивы. Я немецкого офицера привел, полковник Краснов, мне дал орден Слава третьей степени. Я за 25 немцев убивал, получил я орден Слава второй степени. У вас есть архивы. Посмотрите в архивах. 24 февраля под Берлином 1945 года Ибрагим Паша в наступательном бою уничтожал немцев. В рукопашном бою был, мне было 25 лет. Я должен был получить Герой Советского Союза. Мне надо, ваши архивы почитай, орден Слава первой степени. Ну, дай Бог вам здоровья, вы победили в украинской войне. У меня 28 семья, маленький дети. А за орден Слава платит. Я платит. За особые трудовые заслуги перед государством и народом звание Героя Труда Российской Федерации присвоено Матвиенко Валентине Ивановне, председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне искренне от всего сердца поблагодарить вас за оказанную мне честь присвоения звания Героя Труда. Эта награда меня ко многому обязывает. И для меня это особый день, я думаю, как для всех здесь присутствующих, очень волнительный день. У меня 52 года трудового стажа, и все они на государственной службе. Для меня всегда это было служение, служение людям, служение своей стране. И я счастливый человек, потому что рядом со мной всегда были замечательные учителя, наставники, о которых я помню. Я бесконечно благодарна моему родному Ленинграду, Санкт-Петербургу, где я получила образование, где начинался мой трудовой путь. Это действительно уникальный особый город с великой историей, с героическими страницами, замечательными, выдающимися людьми. И он, конечно, оказал на меня, как и на всех жителей нашего города, огромное влияние на мое становление. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, я благодарна судьбе, что с первого дня вашего руководства страной я в вашей команде. Это самые лучшие мои годы, самые созидательные, наполненные смыслом. И вы знаете, вот это ощущение причастности к тем великим свершениям, которые вы делаете во благо своей Родины, во благо людей, оно всегда давало какой-то дополнительной силы, дополнительные возможности и высокую ответственность. Владимир Ильич, сколько вы сделали для нашей страны, невозможно перечесть, но мне кажется, лучшую оценку вам дали люди на выборах президента, когда при небывалой явке абсолютное большинство наших граждан поддержало вас, а значит, поддержало ваш курс на развитие страны. И сегодня мы живем в такое неспокойное время новых вызовов, новых угроз, и благодаря вашей воле страна справляется с этими вызовами, продвигается вперед. И более того, вы недавно подписали указ о национальных целях развития России до 2030 года, где изложены все ориентиры, все направления целей, которых мы должны достигнуть. И с таким национальным лидером мы обязательно этого добьемся. И я думаю, выражу не только свое мнение, а команды всей. Владимир Ильич, мы у вас, правда, все время учимся. Вашей беззаветной любви к своей родине, к людям, вашим усилиям по защите России, ее суверенитета, ее безопасности. И еще раз хочу сказать, что таким лидером мы, национальным лидером, мы обязательно всего добьемся. Мне очень понравились вчера ваши слова на Государственном совете и Совете по стратегическому развитию, когда вы сказали, что каждый, все мы должны работать еще более успешно, более результативно, самоотверженно, как наши ребята это делают на передовой. Мне кажется, это наказ всем вам. Я не военный человек, но все-таки скажу, служу России. Спасибо вам еще раз огромное. За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу звание Героя Труда Российской Федерации присвоено Шилову Александру Максовичу, народному художнику СССР, академику Российской академии художеств. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, от всего сердца поздравляю за внимание, за оценку моего творчества. И до конца, до последнего вздоха буду вам за это благодарен. И хочу сказать, я вам также благодарен за то, что с первых шагов своего президентства вы защищаете наше Отечество,
нашу Родину, единственную Родину Россию, когда враг, коварный враг, давно мечтая о том, чтобы ее уничтожить, объединился, и мы живем в непростое время, а именно такое быть или не быть. Но, учитывая то, что весь народ практически, я согласен полностью с Валентиной Ивановной, что учитывая то, что вся Россия, весь народ, а это доказывают последние выборы, сплотился вокруг вас, это самое главное, потому что без такого мощного сплочения людей дальше действовать и трудиться титанически, так как вы все свои президентские годы трудитесь, нечеловеческое напряжение труд, нужна обязательно поддержка народа. А проголосовав практически единогласно за вас, поддержали, значит, все ваши действия, всю вашу титаническую деятельность, которая даже в разуме, например, в моем, не укладывается, как вы все это выдерживаете. Все это выдержать можно только, как я это понимаю и чувствую, в одном случае. Для этого надо быть величайшим патриотом, которым являетесь вы. Сердце должно быть соткано из любви к Отечеству, к нашему любимому, и народу. И это придает главной силы. И народ вас, ваши великие шаги поддержал, о чем говорят эти выборы. Так что я еще от всего сердца вас благодарю, еще раз говорю, за вашу деятельность, всеобъемлющую. Вы поддерживаете все круги деятельности нашего государства. Вы везде успеваете. Перечислить невозможно. Вот, так что примите мои поздравления с тем, что вся Россия вас поддержала на то, чтобы вы дальше продолжали так деятельность. Хотя поддержать мало, надо вам каждый, находясь на своем посту, обязан не просто словесно, а своими действиями, кто как может, поддерживать вас, помогать вам, потому что одному человеку в таком напряжении постоянно жить очень тяжело, но имея за собой поддержку народа, это великий и главный стимул. Со своей стороны, Владимир Владимирович, хочу сказать, что когда вы у нас были второй раз в галерее, вы посетили зал славы, где я выставил и написал портреты, которые я пишу еще со студенческой скамьи, всех тех, кто воевал, независимо от профессии, и спецслужб, разведчиков, великих и контрразведчиков. Вы предложили мне, чтобы я в знак благодарности этим великим людям, которые защищали Родину во время Отечественной войны, в знак благодарности провез эту выставку по городам-героям и боевой славы. Хочу вам отчитаться, мы уже за эти годы посетили 19 городов и будем продолжать двигаться дальше. И когда перед открытием выставки я всегда прошу руководство города, где бы мы ни выставлялись, вызывать в первую очередь ветеранов войны и спецслужбы, без которых Россия, если их не будет в страшном сне присниться, взлетит на воздух через доли секунды. Я очень благодарен Лебедеву Сергею Николаевичу, Проничеву, Безверхнему, Нарышкину, которые мне доверили написать этих великих друзей. И недавно я еще написал одного, как мне сказал Нарышкин, поручаю написать разведчика, как он сказал, 21 века. И все это я дарю государству, я уже передал государству за 27 лет существования галереи, завтра как раз будет годовщина, 1870 работ живописи и графики безвозмездно. И буду продолжать дарить, конечно, эти работы. В этом, так сказать, в деятельности нашей галереи нам очень помогает Сергей Семенович Собянин, за что я тоже очень благодарен, Сергей Семенович, вам. Я буду продолжать, конечно, писать и дарить эти работы. И, конечно, я благодарен Бортнику Александру Васильевичу за то, что он меня своим указом принял в Общественный совет при ФСБ. Он мне тоже поручил несколько выдающихся контрразведчиков и разведчиков.
Я их тоже написал. Все мне позировали эти люди, я пишу их, общаясь с ними. И общаясь с ними, Владимир Владимирович, я понял, и меня никто не переубедит, что на этих людях, которые в службах безопасности, контрразведчики, разведчики всех родов, держится Родина. Если я повторюсь, это можно говорить бесконечно, потому что это вошло в мою плоть и кровь. Я раньше не знал, не общаясь с ними, но познакомившись с подвигами этих людей, я понял, что без них Родина существовать не может. Что все держится на них. Даже взять, если последнюю Отечественную войну, они приблизили конец войны, а тем самым уменьшили количество жертв. Они сейчас помогают СВО. Более того, хочу сказать, Владимир Владимирович, я начал писать героев СВО, в том числе которых вы награждали. И это и меня поразило. Уже 4 портрета написал. Завтра я буду тоже дарить их галереи. Вот. Из госпиталя Вишневского, главного госпиталя Министерства обороны, их привозили ко мне в мастерскую, и я с ними работал. И буду продолжать писать. Я, конечно, просто восхищен. Это пример, как надо служить Отечеству. И на их подвигах, конечно, надо воспитывать подрастающее поколение. Помимо этого, мне Александр Васильевич Бортников поручил вести общественную работу как член общественного совета. К нам каждое воскресенье приезжает Галитинский пограничный институт, слушатели. У Белорусского вокзала есть Академия пограничных войск. Академия ФСБ, это происходит каждую субботу и воскресенье, круглый год. И я выступаю с творческими патриотическими вечерами тоже в этих академиях постоянно. Вот. И буду продолжать этих делать, потому что слушатели, которые приходят, они, конечно, тоже необыкновенные люди, и их родители, конечно, это их заслуга, что воспитали будущих таких защитников Отечества. Не буду задерживать ваше внимание, извините, что, может, долго говорил, но хочу сказать еще раз, Владимир Владимирович, говорят, нет незаменимых людей. Вы незаменимый президент, есть незаменимые люди. Вы обязаны хоть чуть-чуть себя беречь, и мы все вместе, помогая, как кто может на своем посту. И, конечно, ваше окружение тоже должно вас беречь. Вы необходимы людям, и голосование это доказало. За большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитания детей звание «Мать-героиня» присвоено Верпаковской Ольге Владимировне, матери 14 детей, Тверская область. Уважаемый Владимир Владимирович, я сердечно благодарна вам за высокую оценку моего труда, за подписанный некогда указ об установлении звания «Мать-героиня», за принятие многочисленных мер, которые касаются материнства и детства, и которые также осуществляются в нашей Тверской области. В нашем регионе создано Министерство семейной и демографической политики, и даже существует свой слоган «Большая семья, Тверская традиция». Я, конечно, никогда бы не была на этом месте, если бы со мной вместе не был мой супруг и мои дети, которые меня поддерживают и которых я очень люблю. И очень благодарна Богу за этот удел. Я очень благодарна вам, что у нас есть такой президент. И сегодня я очень рада, что сама лично могу вас поблагодарить за это. Спасибо. За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награждена Винер Ирина Александровна,
президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики, главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по художественной гимнастике. Дорогой, глубоко уважаемый наш президент, великая страна, великий президент. Другого быть не могло. Есть такое выражение «помазанник Божий». Мы здесь все верующие. И мы понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда. Силы, титанический труд, который вы сейчас и всегда, и, как говорится, до СВО и сейчас кладете на то, чтобы наша страна процветала. И она процветает. Даже в такое тяжелейшее время для нашей страны, как вы правильно сказали, мы все мобилизованные. И мы действительно мобилизованы. Мы все должны понимать и знать, что сегодня такое время, что мы должны грудью стоять за вашей спиной. И спортсмены тоже, когда нам Москва дает возможность сделать благотворительные концерты для бойцов СВО, врачей, детей, их семей. И мы делаем эти концерты, и на этих концертах наши дети, 6-летние, поют гимн России все 4 куплета. И ногти у них, у наших маленьких деточек, раскрашены в цвета российского флага. Вот это патриотизм, вот это воспитание. И огромное спасибо вам, что мы смогли даже в такое время, спортсмены, придумать эти концерты. У нас в прошлом году было 12 концертов. Особенно 9 мая, День Победы. У нас был концерт 5 часов шел. И День защитников Отечества. Мы счастливы, что мы можем показать лучших артистов и лучших спортсменов нашим воинам. Низкий им поклон. И когда наши дети стоят на коленях при песне «Поклонимся великим тем годам», и все в это время встают, мы должны понимать, что будущее поколение этих детей и тех детей, которые это смотрят, будут настоящими патриотами. Потому что патриотизм воспитывается на личном примере. И ваш патриотизм – это пример для всех. И для старых, и молодых, и для 6-летних детей. Великому великое, достойному достойное. Спасибо. За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награжден Володин Вячеслав Викторович, председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. За большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награжден Собянин Сергей Семенович, мэр Москвы. Уважаемый Владимир Владимирович, это высокая награда, конечно, оценка труда миллионов москвичей, которые делают все для развития нашего города и нашей страны, за их таланты, за их труд, который они вкладывают в это большое дело. И огромное вам спасибо за постоянное внимание и помощь в развитии города. Спасибо вам большое за награду.
За большие заслуги перед государством, активную деятельность в области культуры, искусства, спорта, укрепление экономического и оборонного потенциала Российской Федерации награждены орденом за заслуги перед Отечеством второй степени Гергиев Валерий Абисалович, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель, директор Государственного академического Мариинского театра, генеральный директор Государственного академического Большого театра России. Буквально пару слов. Владимир Владимирович, мы находимся, хотя и в сложное время, но в очень динамичной ситуации. И я, как теперь уже руководитель двух, без привлечения, великих театров российских с громадной историей, хочу вас заверить, что очень многое будет сделано и уже делается коллективами, особенно для регионов России. Москвичи и петербуржцы не голодают. Очень многое происходило, и 10, и 20, и 30 лет, тоже в сложные времена. Вот. Мы только что вернулись из путешествия уже совместным коллективом Большого и Мариинского театра по 25 регионам России. Да, мы дошли до Томска, до Новосибирска, к сожалению, не дошли до Владивостока, который нам знаком, не по слухам. Вот. Но я думаю, что в этот динамичный период своей истории оба театра входят с огромными возможностями. Вам громадная благодарность от коллективов, которые трудятся и увеличат еще сейчас и качество, и количество происходящего. В их стенах куются, как мне кажется, по-настоящему вечные основы для того, чтобы Глинка, вот наш юбиляр, буквально через несколько дней мы будем в Смоленске отмечать 220-летие отца русской музыки. Мы побывали в Тихвине, мы об этом с вами говорили, на родине Римского-Корсакова. Да, там величайшая наша икона, потрясающий монастырь, дом, где родился Римский-Корсаков, и полковая церковь рядом с домом производит неизгладимое впечатление. Оба коллектива узнают сейчас Россию, пожалуй, еще более серьезно и внимательно, чем когда-либо в своей истории. И в Пскове, на родине Мусорского, и, конечно, никогда нельзя забывать о том, что и Мусорский, и, например, Рахманинов, который родился около Великого Новгорода, и Чайковский, любимый всем миром. Мы тоже побывали сейчас в Воткинске, и не только в доме-усадьбе, где родился и вырос Петр Ильич, но и в театре выступили. Впервые в истории Воткинска, это малая родина великого русского гения. Мы показали спектакль, и будем это делать и впредь. Знаю и рассчитываю на вашу поддержку. Эти места силы для всех, кто любит российскую культуру, русскую музыку, а таких сотни миллионов во всем мире. Мощь этих величайших творцов, она совершенно неостановима. Она не имеет преград, она не имеет границ. Мы это все знаем и убеждаемся в этом все время. У нас выступают лучшие мастера искусств. Совершенно не важно, какую страну они представляют. Да и наш репертуар в одинаковой степени направлен на то, чтобы наши дети, наши школьники, наши молодые люди и любители музыки, театра со стажем, вот мы видели сегодня очень сильное выступление нашего старшего, самого старшего. Так вот, наша сила в том, что у нас хватает и мужества, и ума играть музыку Чайковского, Глинки и одновременно играть Моцарта, Верди. И мы это всегда будем делать. Я думаю, это есть один из залогов наших общих успехов. С уважением к мировой культуре, но с акцентом на достижение великих русских. А скоро я вам расскажу о том, что будет происходить в связи с юбилеем Большого театра. Мы идем к 250-летию. Это большое событие. Я надеюсь, что мы с вами продумаем его как следует. Это может оказать колоссальное влияние на то, как мы будем сейчас развиваться. Спасибо вам огромное за все, что вы делаете.
Орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени Гагарина Елена Юрьевна, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно благодарю вас за высокую награду. И мне хотелось бы думать, что это не только оценка моей работы, но работы музеев Московского Кремля. И я хотела бы еще сказать, что сегодня для меня особая честь получить эту награду в присутствии офицеров, которые вернулись сегодня из горячих точек. Спасибо. Мамиашвили Михаил Геразиевич, президент Федерации спортивной борьбы России. Подзолков Владимир Петрович, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Шульгинов Николай Григорьевич, до 7 мая 2024 года министр энергетики Российской Федерации. Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени Гусев Павел Николаевич, генеральный директор, главный редактор редакции газеты «Московский комсомолец». Короткевич Михаил Захарович, генеральный конструктор, заместитель генерального директора компании «Вертолеты России». Матыцын Олег Васильевич, до 7 мая 2024 года министр спорта Российской Федерации. Машков Владимир Львович, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова. Добрый день, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Большое спасибо за высокую награду. Это огромная ответственность, я это прекрасно осознаю. Сегодня в зале собрались профессионалы, которые своим трудом, по зову своего сердца, развивают свои направления, а значит, развивают нашу страну. Искусство уравновешивает человека с миром в самые ответственные и критические минуты жизни. Оно может воспитать в человеке человека. И нашу культуру отменить нельзя, потому что мы помним наших предшественников и ценим то великое, что у нас есть. А нам действительно нужно каждому на своем месте трудиться ответственно, самоотверженно, во благо будущего нашей великой страны. Как любил говорить мой учитель Олег Павлович Табаков, смысл жизни в том, что жизнь на нас
не заканчивается. Большое спасибо. Рад служить Отечеству. Орденом Александра Невского Сивкова Светлана Геннадьевна, президент музея-заповедника Музей Мирового океана, Калининградская область. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня особый день. По старой историографической традиции, сегодня день рождения Александра Невского и День Петра. Его фраза «бейся там, где стоишь» сегодня для всех, для нас, для всей страны звучит совершенно по-особому. Ведь он был защитником западных рубежей. И сегодня эта фраза для нас, для тех, кто находится на Западе, в Калининградской области, тоже звучит особо. Мы очень активно работаем. Сегодня активно развивается Калининградская область и в плане безопасности, транспорта, туризма. Но самое главное, чтобы люди, которые живут в этой Калининградской области, жители ее, чувствовали свою сопричастность с великой Россией, с великой историей и культурой. И во многом здесь большую роль играют музеи. Совсем недавно завершилось строительство Третьяковской галереи в Калининграде. Вот благодаря вам, я уверена, завершится строительство огромного музейного образовательного центра «Планета Океан». Это масштабный проект, который представит Россию как великую морскую державу. Музей Мирового океана большой. Мы уже сегодня принимаем ежегодно 2 миллиона посетителей. Мы выросли даже из рамок своего региона. Мы стали штаб-квартирой географического общества Калининградского отделения. Есть, говорят, только две науки – история и география. История работает с временем, а география – с пространством. Можно радоваться тому, как развивается сейчас историческое образование, сколько внимания ему уделяется, потому что историческая правда – это очень необходимо сегодня нам. Но хотелось бы сказать, что география – это великая наука, особенно вам, как председателю попечительского совета Русского географического общества. Великая наука, и я думаю, что на географию сегодня как раз и засматриваются все. География – это ресурсы, это климат, это экология. И очень беспокоит то, что сегодня единый государственный экзамен и география занимают самое последнее место. Я бы хотела обратить наше все внимание на эту очень важную науку. И музей сделает все для того, чтобы географическое образование развивалось. Не только морская наука, которой мы содействуем, морская практика, но география – важнейшая из наук. Для меня сегодня такой важный день. Именно в этот день, в день Александра Невского, получить орден Александра Невского в Кремле от вас. Я бесконечно благодарна, и орден такой боевой, что хочется сказать – служу России. Фетисов Вячеслав Александрович, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Ничего не забыть бы. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, для меня огромная честь быть сегодня здесь, среди лучших людей страны. Особые слова благодарности нашим офицерам, которые настоящие герои нашего времени, и мы будем всегда следовать всем тем наказам, которые вы сегодня нам своими действиями, в общем, предлагаете. Дорогой Владимир Владимирович, у меня сегодня особый день. Получаю из ваших рук высокую государственную награду, орден Александра Невского, являющийся одним из старейших и важнейших российских орденов, орден, который присваивается за особые заслуги
перед Отечеством. Выражаю вам огромную благодарность за такую высокую оценку моего труда. Кстати, в следующем году исполняется 300 лет, как Екатерина I учредила этот орден. Но сейчас я хотел бы не об этом. В этом году мы отмечаем 100-летнюю годовщину Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийского общества охраны природы, которое я при вашей всемирной поддержке возглавил 3 года назад. Я признателен вам за то, что вы помогаете всем нам делать то, что по-настоящему является важным и нужным. Я абсолютно уверен в том, что природоохранная повестка может и должна стать основой для преодоления нынешних политических и экономических ограничений. Эпоха зеленого времени, эпоха зеленых, а не красных линий должна стать мостом к глобальному согласию и новому партнерству. Проблемы биоразнообразия, изменения климата, доступ к чистой воде и продовольствию – вот те вопросы, которые приобретают в наше время критическую важность. Именно от этого зависит выживание человечества. И оставить Россию за пределами глобальной климатической повестки никому не удастся. Владимир Владимирович, фронты бывают разными. Для защитников природы существует свой. И в наши непростые времена они также не отступают ни на шаг от своих принципов. Поэтому именно сегодня, именно сейчас, от имени всех своих товарищей, бойцов за наше право жить в согласии с природой, хочу выразить вам нескончаемую благодарность за вашу твердую позицию в отношении охраны природы, ну и попросить вас, уважаемый Владимир Владимирович, прийти на съезд Всероссийского общества охраны природы, посвященный его 100-летнему юбилею в ноябре этого года. Ну и, наверное, не хочу быть банальным и произносить высокие слова не к месту, но статут ордена обязывает. Победа будет за нами, будет на всех фронтах. Благодарю вас. Филатов Андрей Васильевич, президент Федерации шахмат России, старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по шахматам. Добрый день. Высшая честь служить своей стране. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за высокую оценку моего труда, труда моего коллектива. Служу России. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом мужества награждены Гладков Вячеслав Владимирович, губернатор Белгородской области. Подполковник войск Национальной гвардии Российской Федерации Дмитриев Виктор Иванович. Макарук Валентина Андреевна, заведующая отделением Луганской республиканской клинической больницы. Владимир Ильич, уважаемые коллеги, большое спасибо за оказанную честь получить награду из ваших уст, из ваших рук, простите. От лица всех медиков Луганщины хочу вас заверить, что мы трудимся и будем трудиться во славу нашего Отечества, трудиться над тем, чтобы все наши ребята, которые попадают к нам, все вернулись домой, и каждая мать обняла своего сына дома, у себя дома. Спасибо большое.
За большой вклад в реализацию общегосударственных задач, патриотическое воспитание молодежи, развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества и многолетнюю добросовестную работу награждены орденом почета Абрамченко Виктория Валерьевна, до 7 мая 2024 года заместитель председателя правительства Российской Федерации. Тихомирова Елена Сергеевна, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Орденом Дружбы Пряхин Игорь Анатольевич, токарь производственного объединения «Маяк», Челябинская область. Стивен Фредерик Сигал, специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по гуманитарным связям. Most of the people in this room have given everything they have to uphold and love and support Russia. I thank them, but above all, the spectacular, brilliant, selfless leadership that our president has given to the motherland could not be calculated and described with mere words. I personally want to thank him for the award he's given me today, but most of all for what he has done for Russia and the world. Большинство собравшихся здесь сегодня сделали все возможное для того, чтобы защитить Россию, продемонстрировать свою любовь и поддержку Родине. Я благодарю их за это. Но не хватит никаких слов для того, чтобы выразить и измерить прежде всего ту невероятную самоотверженность, с которой президент руководит своей Родиной. От себя лично хотел бы поблагодарить его за врученную мне награду и, что важнее, за все то, что он сделал для России и для мира. This war that we are currently embroiled in was started and financed by the West and has come to involve the entire world in a fight against good and evil. All religions, all nations, and all people should unite instead of being controlled and fooled by the monster of fake press. We need to educate and illuminate all those who cannot see what is really happening. Война, в которую мы сейчас вовлечены, была развязана и финансируется Западом, и уже затронула весь мир. Это война добра и зла. Все регионы, все страны и все народы должны объединиться вместо того, чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы. Мы должны способствовать просвещению тех, кто не видит, что происходит на самом деле. Before the special operation, Ukraine was known for human trafficking, organ trafficking, narco trafficking, child sex trafficking, biochemical warfare labs, fascism, and Nazism. And these are the things that we still try to make them our brothers. And these are all poisons that can affect the entire world, not just us. Many people say we are facing an existential threat by all these conditions. But actually, the whole world is at risk of becoming dangerously close to entering into World War III. We are facing the same monster trying to devour, conquer, and control the world through lies, disinformation, and manipulation. До начала СВО Украина была известна торговлей людьми, торговлей органами, наркотрафиком, сексуальной эксплуатацией детей, биохимическими лабораториями, фашизмом и нацизмом.
Это яды, которые могут отравить весь мир, не только нас. Многие говорят, что эти вызовы представляют собой экзистенциальную угрозу. Но на самом деле весь мир находится в опасной близости к Третьей мировой войне. Мы сталкиваемся с тем же монстром, который жаждет поглотить, победить и взять под контроль весь мир посредством лжи, дезинформации и манипуляции. Joseph Goebbels was Adolf Hitler's head of propaganda, and he always said, "Tell a lie enough times and it becomes the truth." May we all become educated people who understand what propaganda is and what the truth is. I implore anyone and everyone to understand that this is something where we have to come together and fight for truth and justice. Йозеф Геббельс, глава гитлеровской пропаганды, всегда говорил, что стоит произнести ложь достаточное количество раз, и она станет правдой. Будем же образованными людьми, которые понимают, что такое пропаганда, а что такое правда. Призываю всех и каждого, кто понимает это, объединиться в борьбе за правду и справедливость. Талай Алексей Константинович, директор местного благотворительного фонда «Республика Белоруссия». Спасибо. Уважаемые друзья, многоуважаемый Владимир Владимирович, для меня большая честь быть сегодня здесь. Это поистине один из самых важных дней в моей жизни. Позвольте передать огромный привет и низкий поклон от всех патриотов Республики Беларусь. Мы вас очень ценим и уважаем. Мой путь на Донбасс начался в далеком 2014 году, когда на Украине произошел вооруженный государственный переворот. Мы с содроганием в сердце действительно наблюдали за этими событиями. Еще где-то тогда и я, зеленый, еще до конца не понимал, что происходит, но все клокотало внутри, предчувствие чего-то страшного. Позже, в 2015 году, туда, на Донбасс, меня вернули письма и сообщения от матерей Донбасса, пострадавших и убитых детей. В 2015 году, когда мы с Яной Поплавской приехали в московскую больницу Крошаль, к Ване Воронова, который стал таким, как я, от мин киевской хунты. Его братик погиб на месте. Я делал все возможное, чтобы быть с ними, поддержать матерей Донбасса. И в 2021 году решился отправиться туда, к нашим друзьям, к нашим общественникам, которые занимались даже в таких тяжелых условиях с детьми, с детками-инвалидами, учили их плавать, верить в себя и идти вперед. Я провел для них, как паралимпиец, мастер-класс. С тех пор завязалась дружба. И уже сейчас я горд тем, что Беларусь реализует свою гуманитарную миссию всего белорусского народа на Донбассе. Весь народ сегодня сплотился в помощи ближнему своему, нашим людям там. Десятки тонн грузов собираются каждый месяц. Со всех регионов они доставляются в наш штаб, в Минск. Мы оперативно стараемся приехать туда. Та же Авдеевка. В течение нескольких дней был собран очередной гуманитарный груз, и мы, наши волонтеры, приехали оперативно и передали все необходимое гражданам, старикам, матерям, детям. Уважаемый Владимир Владимирович, однажды я услышал фразу, как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой. Тогда эта цитата из известного произведения, сказанная вами, так мощно и искренне попала мне прямо в сердце. Мы вас не подведем. Мы гордимся тем,
что вы с нашим лидером Александром Григорьевичем Лукашенко так по-братски держите строй. Уверен, и третий богатырь Новороссии вернется однажды к нам. Мы русские, с нами Бог. Служу Отечеству. Орденом за заслуги в культуре и искусстве Михайлов Станислав Владимирович, народный артист Российской Федерации, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Спасибо, что сегодня я удостоен чести быть здесь. Для меня это на самом деле большая ответственность, потому что, начиная свой жизненный путь, я никогда не думал, что буду получать награду из рук президента Российской Федерации. Но хотел бы сказать следующее. Я хочу вам пожелать, в первую очередь, здоровья, сил. Вся власть от Бога. Бог с вами, Бог с нашей страной, Бог с нами. А если Бог с нами, кто против нас? Мы с вами, победа будет за нами. Спасибо. Почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоено Симаковой Людмиле Николаевне, машинисту компрессорных установок кемеровского предприятия «Азот». Уважаемые друзья, в завершении этой торжественной церемонии позвольте несколько слов сказать. Многие из выступавших говорили слова благодарности в адрес тех коллективов, воинских коллективов, творческих, трудовых, в которых они воспитывались и в которых добились выдающихся результатов. Ну, конечно, самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется «Многонациональный народ России». Сказать слова благодарности и низко поклониться в ноги. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг Родины и ее интересов – залог всех наших побед. И всей России, и каждого из нас. Здесь один из награжденных говорил о том, что мы будем продолжать трудиться, добиваться результатов, будем идти дальше вперед. И, конечно, мы будем следовать заветам Александра Невского. Каждый будет сражаться там, где стоит. Поздравляю вас.